Всем привет, с вами я, и вы на моем канале. И в этом видео я расскажу о том, что должно быть и что нужно для джунгарского хомяка. И со мной будет мне помогать моя верная сестра София. Вот. Во-первых, я буду снова повторять часть, потому что некоторые у меня были ошибки. Для этого мне понадобится линейка. Извиняюсь, ребят, у меня нет линейки, как это делать, но вместо линейки пройдете такая. Я это посчитаю. Первая у клетки не должен быть, пардон, не меньше 5 сантиметров. Не считая ножек. У меня, как вы видите, 6,5 сантиметров. Клетка у меня 30 на 40. Это норм для хомяка, так как 30 на 50 у нас не продается. Нет, сам просто ролик. У нас не продается и нет таких больших клеток. Также в клетке должен слой опилок. Слой опилок должен быть примерно 2 сантиметра. У меня, это не с той стороны. У меня 2 сантиметра. По углам он должен быть чуть больше. У меня вот, чуть больше. Также в клетке хомяка должна быть поилка. Поилка у меня на 80 мл. Вот такая вот. Также в клетке должно быть 2 миски. Да, вы не послышалось 2. Почему 2? Потому что одна для сочной еды. А другая для корма. Также в клетке хомяка должно быть колесо. Колесо у меня 14 сантиметров. Конечно, должно быть 18, но у нас не продается такие. И это нормально, потому что у хомяка не прогибается спинка, это раз. 2. Хомяку не выскальзываются лапы. И 3. Хомяку удобно бегать. И ничего такого не случается. Я посоветовалась со специалистами, они сказали, что если нет, то и можно и такое колесо. Также в клетке хомяка должен быть минеральный камушек. Он поддерживает всякие белковые и витаминные вещества у хомячка в желудке и в мочевинке. Также у хомяка должен быть туалет. У меня вот я покажу туалет. Немножко потянет. Вот так он выглядит. Я его покупала. У нас нет таких круглых, у нас только кругловые, потому что есть клетки и круглые. Но таких треугольных у нас клеток нет. Также в клетке хомяка должны быть еще погрузки. У меня, например, это вкусняшки погрузки и туннельчик с погрузкой. У нас все внутри туннель и погрузка. Также в клетке может быть выдвижной и также невыдвижной поддон. Ну, мне кажется, конечно, удобно невыдвижной, так как лучше, но все-таки я выбрала так, с выдвижным поддоном. Также между прутьями должно быть больше 1 сантиметра. У меня для хомяка у меня 1 сантиметр. Так как если будет больше 1 сантиметра, то тогда это не подойдет, потому что будет больше 1 сантиметра, это есть. Получается тогда, что хомяк, представьте, 2 сантиметра. Вот, 2 сантиметра. Представляете, какая одна пруть будет примерно вот такая. Как 2 целых полтинки. Также должны быть всякие лесенки, всякие вторые этажики, если у вас такие, должны быть переплетены картоном или же другим каким-нибудь материалом, но не переплетайте никогда тканью, так как ткань содержит волокна, и если эти волокна попадут в кишечник или в желудок хомяка, хомяк просто умрет или забьется в щечках. Вы можете сейчас сказать, почему не переплетена лесенка, потому что хомяк не может залезть, а если он будет второго этажа, то как бы клетка не очень будет смотреться. И если он не был переплетенный, и хомяк никак не залазил на второй этаж. Ну, я переплела, никаких случаев не было, хомяк не ломался, до лапы ничего не случилось. Я советовалась со специалистами и сказали, ну, можно, если у хомяка ничего такого нету, советовала. Так что все нормально. Также в клетке должен быть домик. Домик у меня пластиковый. Не извиняюсь, что не деревянный. У нас деревянные вообще не продаются. И нет деревянных. Также проход у хомяка должен быть, чтобы хомяк пролазил. И окошки. Окошки либо должны быть маленькие, примерно вот такие, чтобы хомяк не пролез. Либо же большие, примерно как вот такая вот, даже может быть меньше. Так как если хомяк уже застрянет, это будет очень плохо. Также в клетке, конечно же, есть наполнитель, но у меня наполнитель опилки липовые, не хвойные. В туалете опилки другие, опилки березовые. Также в клетке хомяка может быть еще вкусные палочки по-грызушке. У меня были, пока хомяк чисто не съел. Вот буду покупать. Также, что обязательно для хомяка, вы должны его купать раз в неделю. Ну, покупать специальный песок, не купать в воде. В воде категорически запрещено. Также вы должны мыть клетку не чаще, примерно, ну, для джунгарика он очень так мусорит, видите, он не чистенький очень все. Примерно он не мусорит. Сейчас я точно вам скажу. Ну, примерно мыть клетку, обычно все говорят раз в неделю. Но, не знаю, я меняю примерно 2 раза в месяц. Потому что, ну, примерно 1 раз в 2-3 недели. Потому что хомяк, некоторые бывают хомяки свинушки, некоторые есть хорошие хомяки, в смысле того, что они не портят, как бы поддерживают порядок в своей клетке. У меня поддерживает порядок, потому что я убираю не очень много. Также в доме для хомяка обязательно должно быть какой-нибудь наполнитель, в смысле не просто опилки, а какой наполнитель. У меня целлулозный наполнитель, в смысле шарики целлулозные самодельные, потому что, например, крайфреш очень дорогой. И хомяк, когда ему жарко, вы можете положить какую-нибудь охлаждающую бутылку, но не ложите ее не объемно, так как хомяк может себе что-нибудь наморозить. И примерно у хомяка этот, много ему не ложите, так как если у вас света, то хомяк просто спается там. Если у вас, например, похоронно, то ложите побольше. Также, если есть в клетке, если там, не знаю, сильно раздвинутые прутья, вот такие вот, то тогда можете перетянуть их чем-нибудь или просто поломанные, перетяните их проволокой. Вот здесь у меня не сломано, просто у меня здесь слишком большой. Ну, вы сами можете заметить, здесь вот такой переходик и слишком большая дырка. Здесь мои 2 пальца даже пролезут. И поэтому вот так, я здесь прикрыла, чтобы не было такого, чтобы хомяк не вылез. Также в клетке минимум должно быть 2 входа. Первый — это там, где лицевая часть. Если у вас 2 этажа, то должен быть дверца наверху. Так как если не будет, то вы как сможете через это вы перелазить, там, это тема. Также у хомяка обязательно должен быть сухой и чистый корм для хомяка. У меня вот здесь корм, вот вы можете заметить, и здесь полная баночка. Здесь у меня много, достаточно, в принципе. И, кстати, ребят, следующее видео будет, как я, может быть, еще поеду в поездку. Может быть, это все, ребят, может быть, потому что вряд ли, вот, я еду к своей сестре Софье, она ко мне приехала, и потом я к ней хочу поехать, и я возьму хомяков с собой, и это, конечно, стресс большой, но, не знаю, мне Джуля любит эти машины, она когда из магазина говорила, что их перевозили, и у меня никакого стресса не было, и теперь как машина гонит, Джуня вылазит и смотрит мне такими глазками, мимишными. И так что я все построю, все вам покажу, и вы можете писать, да, это стресс будет у хомяка, но нет, у моего хомяка никакого стресса. Также я даю хомячиху Джулю, моей верной сестре Софии, сейчас я вам ее покажу. Вот она, эта самая милашка, вы можете
можете ее увидеть фотки в группе моей, точнее, в моей группе. Я оставлю ссылочку под видео и все остальные ссылочки. Она такая вот беленькая, немножко какая-то, ну, немножко непривычная такая кука. Не то, что длинная вообще ласковая, это как бы, ну, так себе привычная кучка. Минуточку, давайте закроем домик. Вот смотри, окошки даже такие, что хомяк не пролез. Ну, если ваш хомяк пролазит даже в кубик, ищите комментарии. Вот у меня здесь корм, я кормлю, что у меня одинаковые совершенно карманы, здесь больше, в этом корме намного больше компонентов, то что здесь несколько кормов, несколько, а здесь примерно тоже несколько. Также для хомяка вы можете запаривать всякие кашки, вкусняшки, делать, ну, фрукты, овощи вы должны примерно давать один раз, 2-3 раза в неделю, и фрукты также. Если у вас хомяк джунгари гибрид, то ему не давайте очень много клубники и вишенки, так как гибриды и хомяки, они диабетики, и им нельзя вообще сладкое. Так что морковь нельзя джунгарским хомякам, в принципе, им даже не таким, даже не диабетикам. Вот. И поэтому можно давать морковки, но очень редко. Также можете давать кабачок, но очень тоже редко, не очень часто. Я не знаю, точно можно ли кабачок хомяку, я давала, если могу, я давала чуть-чуть, я посмотрела, вроде бы можно, но чуть-чуть. Также вы можете баловать своего хомяка какими-нибудь вкусняшками не чаще, так что несколько раз в неделю, то у вашего хомяка будут проблемы с желудком и тому подобное.